Сегодня в поселении оживленно, голос каждого определит новых депутатов сельского муниципального образования на ближайшие 4 года. С самого утра в 512 веке многолюдно. Все друг друга поздравляют и желают яркого будущего для своего поселения. Я бы хотела в первую очередь пожелать всем самого наилучшего. Дал депутат Шмидяхалтон. За прозрачностью выборов следят наблюдатели общественной палаты. Именно так через свободные и открытые выборы реализуется демократический принцип устройства власти и государства. Как заявляют сами наблюдатели, нарушений на избирательном участке не зарегистрированы. Сегодня с раннего утра проходят привыбранные очень хорошо, добросовестно, все сплоченно, люди идут, так, знаете сказать, прям с радостью, по 3, 4, 5 человека стабильно. Мы очень довольны. А при выбранном приготовлено, сделано все на высшем уровне. Везде у нас порядок, везде все по закону. Всего в Акиюрте более 1000 избирателей. Им предстоит из 24 кандидатов определить 10 депутатов сельского совета. Заранее каждый был уведомлен о проведении голосования. А для удобства избирателей участковая комиссия организовала подвоз до УИКа. Каждый час выезжает автобус и подвозит людей. Вознесенская больше 1800 избирателей. Возле членов комиссии выстроилась целая очередь из волеизъявителей. У нас есть заявленные избиратели, которые приедут к нам голосовать в наш участок, а не свой по фактическому адресу. Здесь придется выбрать состав депутатов муниципального образования из 19 кандидатов. Шамиль Басханов пришел сегодня пораньше, предъявил паспорт и взял свой бюллетень. Он уверен, что его голос будет важен, так как в его селе накопилось много проблем, и он уже выбрал того, кто за них возьмется. Хотелось, чтобы молодежи было трудоустройство, появились рабочие места. Любой достигший совершеннолетия мог сегодня прийти и оставить свой голос за того или иного кандидата. И только от всеобщего мнения людей будет зависеть будущая жизнь населенного пункта. Наблюдатели 510-го УИКа заверяют, что выборы проходят здесь абсолютно честно. С моей стороны замечаний и нарушений не было обнаружено. Все проходит гладко и спокойно в рамках закона. В Средних Очелках на выборы представили 18 кандидатов, а для удобства 3000 избирателей было организовано 2 участка. На 519-м в первые половине дня явка составила 20%. Где-то к 4 часам, 3 часам, вот так вот. После обеда уже бывает наплыв избирателей. Да. С чем это связано? С тем, что в воскресенье, вы знаете, у нас свадьбы. И те, кто успел с утра прийти, проголосовали с утра, а сейчас основная масса находится на вот этих мероприятиях праздничных. После обеда, как только они оттуда вернутся, будут приходить на голосование. Здесь ожидают 90% явку избирателей. Адам Акбиев решил не тянуть и пораньше прийти на голосование. С кандидатом определился еще до начала выборов. Очень надеется на его активность, ждет от назначенного только положительных действий. Те, кто не имеет возможности прийти сам, может проголосовать дома. Избирательная комиссия организовала для них выездные бюллетени. Так, для контроля порядка выездная группа состоит из наблюдателя и сотрудника полиции. Проявляя свое участие в формировании прочного, стабильного экономического будущего, простые граждане активно идут на избирательные участки и отдают свои голоса. Адам Гулоев, Алисхан Гаравожев, Новости 24.